Добрый день, мистер Онат. Как вы оцениваете технологические возможности транспортной инфраструктуры города Астаны? Добрый день. В данный момент в Астане, если честно, посмотреть, движение большое. Последние 4-5 лет, возможно, и сегодняшний день уже не сравнивать. Много чего-то поменяется, много чего-то изменяется, и он является сейчас как столица и как прежде всего от других городов в Казахстане. В данный момент, что я вижу, в будущем еще будет лучше. А какие перспективные направления в развитии транспортного комплекса в Астане вы видите? Перспективы. Какие перспективы для города Астаны на будущее? На будущее это, в первую очередь, это LRT проект. Очень важный проект и должен реализовываться, мне кажется, потому что сейчас когда мы разговариваем, я слушаю, что это сколько нужен, сколько у нас населения и так далее. Такие проекты – это долгосрочные проекты. И я уверен, что когда Москва сделала в 1930-е годы, 40-е годы метро, сколько он нужен был для Москвы? 70. А сейчас практически, может, 60-70% города использует этого транспортной системы. Поэтому это подготовленность будущее. Это один из очень важных проектов. Кроме того, конечно, Астана среди Казахстана. Мне чуть-чуть не очень удобно было, когда я здесь жил 5 лет. Зимой время, что соседние города закрылась дорога. И до сих пор это иногда продолжается. Вот сообщение получаем, что он закроется. Было бы очень-очень классно. Конкретное решение уже было бы, чтобы столица всегда был доступен. Спасибо большое. Мистер Онат, а еще расскажите, пожалуйста, какие глобальные мировые тренды в развитии транспортной системы, транспортной инфраструктуры в мире на сегодняшний день есть? В данный момент мы работаем в разных много странах, в том числе Штаты. Максимальный тренд, на самом деле, если посмотрите, когда science fiction типа фильмы, 10 лет, 15 лет назад, что мы видели, сейчас они реализовывались. Тренд идет по большинству без газовой, бензиновой машины, электрические машины, экологические. Кроме того, уже мы работаем тесно с отношением с машинами. Это ITS-система, которая является car-to-car, является картой инфраструктуры и так далее. И это скоро будет нам сдавать возможность без водителей машины. Да вы что? Это не очень далеко отсюда. Это не очень, какой примерно горизонт по годам? 10 лет, 20 лет? Не знаю, я думаю, имеется в виду в мировой, как бенчмаркинг, я думаю, еще 10 лет не будет тянуть. Еще ближе. Мы уже очень-очень близко работаем, карту уже закончили, карту инфраструктуры продолжается. Да, это, думаю, и как только является в мире, не опозданием и в Казахстан будет появляться, мне кажется, потому что Казахстан очень хорошо наблюдает такие вот новости, инновации. И очень надеюсь, конечно, уже 15 лет я здесь живу, и мне очень нравится, как развивается вся страна. Астана? 5 лет в Астане, 7 в Алматы, до этого еще в Атра. О, вы уже практически здесь коренной житель. Вот сегодняшняя конференция, она является первой такой большой международной именно транспортной конференцией в Астане. Это, наверное, говорит о том, что транспортная вообще отрасль, транспорт, вот public транспорт, да, это общественный транспорт, достаточно динамично развивающийся сегмент. Да. Да, сейчас? И очень, вот смотреть надо этого так. Это какая-то услуга, которая должен сдаваться народу.
это не прям такой вещь, который, можно сказать, коммерческий вещь. Это, на самом деле, вы отвезете дети, вы отвезете старые люди по большинству, вы отвезете у того, у кого нет машины, либо не умеет ездить на машине. Сейчас, когда посмотрю, допустим, в основном понять, это просто пассажирские автобусы, да? Сейчас вижу здесь уже второй год скулбасы и так далее. Также одинаковые. Мы компания, мы нанимаем какой-то машины, да? Маршрутки, чтобы тащить свои люди на работу и обратно домой по вечерам. Почему бы эти тоже не добавлять? Потому что Казахстан, Астана это, на самом деле, очень большой. КТЖ есть у вас здесь, допустим. Очень большая организация. Он свои системы создает. Air Астана я знаю, допустим. Он свои системы работает. Почему не была бы общая система решения, чтобы утром и вечером тоже вот наши люди мы отвезли утром из дома на работу и обратно как скулбас. Может быть, еще добавлять этого можно. И это будет облегчать, конечно, пробки. Интересно. Спасибо большое. Что вы ждете от сегодняшней конференции? Сегодняшней конференции еще немножко новой информации, думаю, буду получать. И в прошлом году первый раз, когда подписали на Астана Инвест, если не ошибаюсь, УИТП контракт, Да. это было очень хорошее начало. Очень надеюсь, это не только в Астане остается, а в других городах тоже, как в Алмате. Алмата в данный момент не очень может сравнивать с Астаной. Подвижный состав и так далее, очень старающий, уставший уже. Тренинги, которые вчера я узнал, по обслуживанию персонала, это очень-очень важно. Это, в конце концов, ваш этот клиент, это народ, и они обучаются, как с ними общаются, обращаются и так далее. Это очень-очень хороший подход. И также техника безопасности. Спасибо большое. Я желаю вам успешного, плодотворного дня. Спасибо. Спасибо за интервью.